Значит, вот мы сейчас должны в диспуте, в споре, может быть, да, определить, вот какие проблемы существуют перед мусульманскими народами России, именно Россия. И потом надо найти, поискать способы, как эти проблемы разрешить. Какими способами? Как выходить из сегодняшней ситуации? Вот у нас, представляю, вот прекрасную девушку. Она будет как бы представлять молодое поколение, да? Ну, я, наверное, начну с того, что без диалога поколений, без передачи опыта старшего поколения более молодым поколениям, без передачи духовных ценностей, культурных, без передачи идеологии определенной, да, которая касается сохранения всего того наследия, которое несут в себе тюркские народы России, вот без этого всего дальнейшее развитие этих народов, оно, в принципе, очень мутное, смутное и, скорее всего, печальное. Поэтому сегодня очень хотелось бы, чтобы те представители молодого поколения, кто сегодня пришел к нам, кто присутствует, подумали, вот я думаю, что в любом случае начнете вы, да, начнет старшее поколение, свое видение, вы уже собирались несколько раз, вы уже обозначали какие-то вопросы, задачи, которые перед нами стоят. Я очень надеюсь, что те ребята, которые сегодня присутствуют, тоже найдут, что сказать, и какие-то свои мысли тоже выразят для обсуждения, потому что все это касается всех нас вместе. Одни старшие не смогут продвинуть дальше те идеи и те решения, которые принимаются вот и за этим столом, и отдельно вот вы собираетесь. В общем, без молодых это в никуда, это в песок совершенно, поэтому мне очень хочется вдохновить молодежь, молодое поколение на размышления, на идеи, на то, чтобы разговаривать, находить пути решения этих задач и, в принципе, как-то мыслить чуть дальше, чем даже наша собственная жизнь. Просто развиваться нужно дальше, чем наша жизнь, там, 50, 60, 80, 100 лет, да, то есть надо смотреть чуть дальше, что будет дальше с тюркскими народами, куда они дальше будут развиваться, во что это все перейдет, в какой-то конечный пункт, когда мы все сравняемся в универсальную какую-то там нацию, или все-таки мы будем индивидуальными, будем интересными, богатыми культурно и духовно. В общем, вот такая дилемма сейчас стоит, потому что, к сожалению, молодежь редко сейчас интересуется такими вот идеологическими вопросами, политическими вопросами. Очень малая часть молодого поколения в этом во всем как-то вот варится, крутится, пытается что-то делать. И порой, на самом деле, какие-то силы даже увлекают не туда, куда нужно. Да? Вот наша цель как-то вот сблизить, объединить тюркские народы, и молодые, и старшие, чтобы выработать какую-то одну общую линию и идти вместе в наше будущее. Самый высокий здесь это я, Ибрагим Кудайбердиев, председатель Всероссийского конгресса узбеков Узбекистана. Я очень рад, но я первый раз в вашем собрании, но мне есть что сказать. Если, и не последний. Да, отлично. Да, вот. Хотелось бы... Да. Сейчас хорошо, давайте познакомимся и пойдем дальше. Да. Вот. Ахмед, представьтесь, Меня зовут Ахмед Абулов, то есть представляю азербайджанскую диаспору и живу давно в Москве, в России. Ну, у меня тоже много чего сказать по данному поводу и потом по следующих выступлениях Следующий. Федор Терзи, представляю гагаузскую диаспору, экс-депутат был создан гагаузского парламента, один из основателей гагаузского государства. Значит, уже 4 В национальности. Москве здесь. О, прекрасно. Следующий. Вот даже двое сразу. Двое из ларца, да. Один представьте, Да. потом второй. Не, ну ничего, они, значит, одна компания. Меня зовут Искандер, я Ага. представляю Башкир. Вот пригласили на сегодняшний вечер, собрание. Интересно со всеми с вами познакомиться, послушать. Может быть, сами тоже чего-то добавим, скажем. Очень обязательно. Да, Башкир у нас со мной пригласили. Галиан тоже активист, общественник. Галиан его зовут. Так, Меня зовут Ренат, я татарин, я прожил, как сказать, в Астрахани, родом из Пензенской области. Астраханский. Ну, точнее Пензенский, да, это Средний Рязань, большая деревня наша, да, О. которая известная.
Вот, соответственно, 10 лет в Москве, я работаю переводчиком турецкого языка, работаю с турками и по Турции. Так. Все отлично. Следующий. Пензенская, где там? По Турции. По слиянию. Да. Мен ойлаймын Кто следующий? кім шығыш ясарға тиішлер, міне именно как из общин, олар представляться. А біз міне кім шығыш ясамайшақ, біз, наверное, енді әзгіне отырабыз, тымылдап қана. Да. Так. Меня зовут Камиль, я татарин. Представляю только себя, а так я историк и журналист, автор телеграм-канала «Высокая порта». Качкарев Булат, я представитель кумыкской общины Москвы, родом сам с Дагестана, с Хасавюрта, все, наверное, слышали об этом городе. Да, в общем, представитель кумыков, все. Я Актай Гусейнов, председатель Московского общества Азербайджан. И я что прошу вас на следующий раз, я вас очень прошу, пригласите Чуваш, Якут, Тува и так далее. Вот молодежь. Если у вас знакомые есть, Алтай как бы, да, представитель есть, но все равно, да, я имею в виду, что все народы, что присутствовали, не только азербайджанцы, узбеки, как большие народы, да.